These ulcers in the mouth are one of the hallmarks of this sort of AIDS condition. Этот медвежонок очень болен. Калла заразилась хламидиозом, болезнью, которая передается половым путем. Теперь врачи не исключают возможности развития так называемого СПИДа Калл. From the patient standpoint, it has similarities with human AIDS. Болезнь похожа на СПИД, от которого страдают и умирают люди. Синдром иммунодефицита у коал уничтожает способность сумчатых медведей бороться с инфекционной болезнью. Вирус открыл ученый Джон Хенгер. Коала-СПИД – чрезвычайно опасная болезнь, создающая угрозу исчезновения этих уникальных сумчатых животных из-за изменения среды их обитания, вызванной деятельностью человека, засухой и лесными пожарами, говорит профессор Хенгер. Даже в защищенном ареале, сейчас мы это сознаем, популяция этого вида беззащитна перед распространением болезни. Этот вид исчезнет. В 2006 году, по оценке властей, число коал в Австралии составляло сотни тысяч. Причем в некоторых регионах коал было даже слишком много. Но тогда еще не знали о СПИДе коал, и на Австралию еще не обрушились опустошительные засухи. В минувшем ноябре правительство инициировало национальную стратегическую программу сохранения этого исчезающего вида. Боб Биттон, председатель комитета по оценке статуса этих животных. По его словам, к сентябрю будут представлены рекомендации в отношении внесения коал в Красную книгу. Нам известно, больше всего болезнь поражает коал в районах, где животные обитают в условиях наибольшего стресса. На данном этапе мы занимаемся именно этим вопросом. В замедленном темпе, полагают некоторые. Усилия правительства недостаточны. Я надеюсь, мы будем уделять больше внимания тому, как действует вирус, и принимать соответствующие меры. Ситуация неоднозначная. Как сообщают организации защиты животных, сегодня в Австралии обитает всего 43 тысячи коал. 6 лет назад их насчитывалось 100 тысяч. Если тенденция продолжится, то в течение 30 лет коалы исчезнут. Примерно 2 года назад в Квинсленде была открыта ветеринарная больница. Коалы в опасности, говорит директор Гейл Гибб. С тех пор, как я здесь работаю, я обратила внимание, что местная популяция исчезает. Это происходит почти каждый месяц и в Квинсленде, и в Новом Южном Уэльсе. Исчезновение коал может отразиться на экономике Австралии, в частности, на доходах от туризма. Ущерб может составить около $1 миллиарда США в год, информирует австралийский фонд коал и университет Квинсленда. Исчезновение коал отразится и на туристах, и сотрудниках уникального парка в Сиднее, Sydney Wildlife World. Эти животные особенные, такие миленькие, чудные. Разумеется, они и притягивают людей. Австралия лишится чего-то очень важного. Какая жалость. Коала – символ Австралии. И, разумеется, большинство приезжает сюда, чтобы увидеть этот символ. В США коала был внесен в список вымирающих видов животных, так называемую Красную книгу, более 10 лет назад. И все же Боб Биттон, председатель Австралийского комитета по пересмотру статуса этого вида животных, не уверен, что эти любимые всеми животные исчезнут. Если мы смиримся с фактом исчезновения коал, то этот подход допускает всеобщее бездействие. Однако вопрос рассматривается, обсуждаются способы вмешательства и методы решения проблемы. Вероятно, этой маме коала уже помочь невозможно, но врачи надеются спасти ее и не только ее. Надеются, что она не исчезнет, как и весь вид этих славных сумчатых медвежат.